Всем здравствуйте! На телеканале Якутия-24 программа «Мы вам покажем». Находимся мы сегодня в музее этнографии и археологии Северо-Восточного федерального университета. Рядом со мной Светлана Ивановна Петрова, доцент СВФУ, а также руководитель Высшей школы мастерства УРАН-ИС. Светлана Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы находимся на выставке, которая расположилась аж в 3 этажа, да? Называется она «Традиции, вдохновение, творчество». Расскажите, сколько мастериц, мастеров представили здесь свои работы? Чем она так уникальна? Ну, это наша не первая выставка. С музеем археологии и этнографии мы давно дружим, потому что я работаю в университете на кафедре фольклора и культуры. И поэтому вот постоянно в год, один раз в год или два раза в год постоянно проводим такие выставки. И эта выставка, на этой выставке участвует около 60 мастеров со всей республики. Самые дальние это Среднеколымск, ну и из Чурапчи, там из Мегиноканкасов, из Мирного даже, из Сунтарского, ну, Вилюйских регионов и так далее. Выставку организовали по причине, скажем так, я выпустила каталог народных мастеров, называется «Каталог декоративно-прикладного искусства Якутии». И в нем вошли более 100 мастеров по прикладному творчеству, то есть это не только шитницы, не только мастерицы, но и мастера по ювелирному делу, мастера по деревообработке, по кости и так далее. Да? И вот чтобы показать их работы, мы организовали выставку. И, конечно, мастера все согласились, были очень рады. И в середине декабря, 17 декабря, мы открыли эту выставку. Но здесь некоторых работ уже нет, потому что вот дальние улусы уже уехали, и с собой уже нету их работ, да, но остались очень интересные работы, которые вот делают наши мастера. Например, я могу сказать, что мы в этом году открыли, реконструировали. Я сама работала в архиве, реконструировали украшения для платьев женского. В старинных описаниях оно есть, но как выглядит, это неизвестно было. И вот нашли в архивном материале. И еще вот каталог второй же германский вышел, да, и там мы увидели вот, в одежде девочки маленькой это украшение. И называется она олук, Вот. украшение для ворота. И специальные украшения, оказывается, делали из металлических бляшек, без бисера. И вот я предложила своим мастерицам сделать вот такое, рекламировать и так далее. Вот несколько платьев они шили. Это вот реально воссоздали? Реально да? воссозданное. Воссозданное. Ну, мастерицы, конечно, свою интерпретацию вот нижней части делали. Это какого года получается? Ну, это примерно даже. Конец 18-го, начало 19-го, может быть, да, вообще оно забыто. И в этом году участвовали ювелиры, большие ювелиры, да, кузнецы. Это на первом этаже очень хорошие работы стоят. И здесь мы показываем работы Петра Алексеева, который вот очень сейчас востребованный ювелир, который занимается именно реконструкцией ювелирных украшений из серебра. И дальше есть работы по конскому волосу, очень уникальные работы есть. По обрядовой одежде мы впервые представили. Это, то есть, одежда для алгасчитов. В этом году, вообще постоянно я работаю с организаторами Ланхо, и в этом году в Верхневилюйском улусе мы именно специально, они дали нам заказ шить именно костюмы обрядовые для алгасчитов, и два таких костюма мы представили
здесь именно на выставке, да, они сделаны по этнографическим материалам, по описаниям и так далее. И конское убранство есть у нас. И еще наша мастерица из Татинского луса, она возродила семиригит. Это кожаный сосуд маленький, в котором вот хранят кумыс, да? Ну, там мы посмотрим. И вот тоже она сделала именно для музея по источникам. Очень хорошо у нее получилось. И есть материалы, которые, ну, и реконструкции. Обычно мы занимаемся реконструкцией для того, чтобы их учить, для того, чтобы показать, что такое было, да, мы носили. И поэтому несколько мастеров у нас работали по реконструкции шапки дьябака. Ага, это тоже обрядовая шапка, нарядная шапка. И, да, очень несколько видов, да. А вон они как раз, да? Вот они Ага, стоят, мы можем да? туда перейти, подойти, туда посмотреть. можно перейти. Вот шапки. Ага. Как раз сегодня идет лекция мастерицам по изготовлению, Вот как раз по шапкам изготовлению и шитью этой шапки. Ага. Здесь мы часто в рамках нашей выставки проводим лекции, мастер-классы для населения. И вот сегодня, вчера и позавчера мы уже работаем с мастерицами. Сегодня последний день, как раз мы пригласили лектора из Якутского государственного музея Татьяну Гаврилевну, фондовика, известного тоже своими интересными лекциями. И вот она проводит для них специально лекцию. И вот работы. Например, вот эта шапка шита из соболиного меха полностью. Полностью, как красота. Задняя часть, конечно, тоже из другого меха. Так, это мужская шапка. Мужская шапка, поэтому нет узоров, да. Это реконструкция по материалам американского музея, например. Материал это жеребячья шкура. И там сзади тоже вот мех идет. Вот это уже с золотной вышивкой. Навершие золотное шитье. И вот передняя часть это из беличьих хвостов. Беличьих хвостов. И там еще есть дополнительная деталь. Это от холода. На шею как или маску же мы носим. Ух ты. Дальше. И это тоже, но здесь навершие, видите, она не вышита, да, это из лисьих лапок. Ну, так можно шить. Кто, например, не хочет вышивкой заниматься, не умеет, да, может запросто вот такую шить. А это уже тоже обрядовая шапка, выполнена она мастерицей Анисией Иннокентьевной. Здесь уже ленты. Ленты уже такие декоративные, диндийская называется, да? Ну, вот такие работы. И вот есть работы мастеров, которые занимаются очень долго, да? Но есть еще здесь работы, которые начинающие. Начинают работу вышивки, технологии изучают. Да и вот Просимова Анна Егоровна, это самая первая ее работа. Поэтому мы с гордостью представили на выставке. Красота. Есть еще вот ювелиры неизвестные, например, в республике, но сами себе работают в улусах, да, заказ берут. Вот эта работа Никифорова Олега, он, оказывается, очень хороший ювелир, работает на мельхиоре, работает мельхиором, изготавливает якутские женские украшения линка бигер, бастыга, там разные серьги, браслеты и так далее. И вот он представил тоже вот свою работу. Интересно то, что он сочетает серебро, медь и мельхиор.
Ага. Ну вот тоже Необычное интересное, сочетание, да? необычное сочетание. А это Винокуров Алексей Петрович из Среднеколымска. Но здесь мы представили его старые работы, да, он уже старый человек, уже не занимается, но всю свою жизнь занимался вот изготовлением ножей, там, косы, там, в общем, кузнец, очень такой талантливый кузнец. И мы с радостью представили тоже его. Он даже приезжал из Колымска. Это его первая выставка, да? И Из очень такой был рад. далекой, да, Ага, местности? да, Мгм. ага, вот так. У любителей шитья, вообще у мастериц, которые занимаются шитьем национальной одежды, есть большая проблема. Это нехватка металлических украшений, декора именно. Потому что вот якутская одежда, она всегда декорируется металлами, бисерами и так далее, металлическими бляшками из меди, там, из серебра и так далее. Да? И вот изготовлением этих бляшек оказывается, занимается Лыткин Иосиф Николаевич, вот очень хороший тоже. Но он ювелирной такой работой не занимается, только занимается изготовлением бляшек. И вот мы представили его работы здесь. Здесь очень много разнообразий металлических бляшек, от маленького размера до большого. Да? Все эти бляшки имеют свои названия, например, для навершия и для вешней шубы используются другие бляшки, для декора обуви другие бляшки. Да? Вот, и он, оказывается, этим очень давно работает. У нее жена мастерица, девочка вот ихняя тоже шьет, дочка, да, Захарова Марьяна Иосифовна, она вот шьет. У них представлено еще конское убранство с металлическими бляшками. И вот мы нашли его и очень рады, что представили его работу. И сейчас мастерицы, вот мы даже вот здесь написали телефон его, чтобы мастерицы заказывали. И из Чурапчи тоже Николай Романович Дичковский приезжал на выставку. Вчера он забрал свои работы, и наши мастерицы уже накупили, много у него заказывали уже. Так что вот выставка и теме, и она интересна, что мы соединяем вот Да, действительно. знакомим мастеров, чтобы кто-то шил для мастеров, например, камзолы якутские, а тот, например, продавал вот эти свои металлические бляшки, украшения. Да, кстати, Светлана Ивановна, я знаю, что на выставке можно еще и приобрести, Да, 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 что-то, приобрести есть если внизу. заинтересован. Пойдем посмотрим, да? Сейчас Ну, пойдем сначала спустимся. вот это посмотрим. Светлана Ивановна, еще одна уникальная работа, можно сказать, представлена, да? Две уникальные работы. Это Ага. обрядовые виды одежды, то есть это одежда благословителей, алгасчитов современного праздника Сых. Да? В этом году в Верхневлюйске же прошел тоже Сых-Лунху. И там мы по заказу шили вот именно три костюма. То есть для пожилого, для среднего возраста и для молодого. И вот это для среднего возраста мы шили именно из шкуры оленя, то есть из ровтуги, с бахромой и вот с головным убором. То есть такой головной убор, примерно такой, именно находится в музее Емельяна Ярославского. Мы там в фонде работали несколько лет с мастерицей. Вот, Егоровой Розалии Михайловны, и вот она по моему эскизу она шила. И вот такой нагрудник находится именно якутский. Нагрудник находится в Хабаровском музее. И вот мы там нашли, и вот тоже реконструкцию вот это сделали. И получается как бы современный обрядовый костюм алгасчита, да? Этот костюм интересен тем, что здесь и она звучит, отпугивает злых духов, и в головном уборе вот есть такие, да, и задней части. Обычно пишут, что из задней части обычно пишут в источниках есть, у них есть колокольчики, ну, чтобы отпугивать злых духов, там, всякую нечисть и так далее. И вот этот костюм шила именно
мастерица из Верхневилюйска, которая занимается у меня уже 6-7 лет. И она очень хорошо шьет меховые изделия, обрабатывает вручную хорошо, вот поэтому вот заказ ей дали. И второй очень интересный обрядовый костюм. Да, Ага, вот костюм тоже алгасюта, ага, но по из описаниям меха тоже, полностью. по источникам. Мгм. Здесь головной убор шит из э, головной шкуры как бы жеребенка. А там и глаза, там и уши, там и... Ага, вот. И пальто, верхняя одежда обязательно бывает из жеребячей шкуры светлой окраски. Да? И, конечно, к нему мы делали еще и обувь. Обувь из камусов. У меня обувь очень хорошо шьет тоже мастерица Пахомова Ирина Константиновна. Ага. Она тоже вот вручную обрабатывает сама всегда и шьет сухожильными нитками. Поэтому вот эти заказы я дала вот именно большим мастерицам. А пальто и головной убор сделала молодая, сравнительно молодая мастерица, да, которая занимается именно занималась раньше головными уборами, женскими головными уборами, но вдруг она в 2019 году, что ли, или в 2020 году, не помню, она выполнила по заказу головной убор из головной шкуры жеребенка. И так она продолжает вот эти заказы брать. Она не мастерица, но она сама занимается. И вот уже на наших выставках она представляет именно обрядовые виды головных уборов и костюм. Светлана Ивановна, ну и вы сказали, отдельного внимания заслуживает ковер этот, да? Вот этот ковер тоже реконструкция, можно сказать, да, потому что вот циновки из пуха не делает не каждый мастер. Это у солданская мастерица Соловьева Пелагея Васильевна сделала. Из Это жеребячего из пуха. жеребячего пуха. Она весной расчесывает, потом Такой обрабатывает. плотный Ага, он, да? плотно, очень плотная и очень Ага. мягкая Ага. по сравнению с конским волосом, да. И вот тоже как бы восстановление вот утраченных традиций получается. Ну и чурапчинцы занимаются, между прочим, этим, да. Есть несколько мастеров, очень мало мастеров этим занимаются. А эта работа именно она интересна тем, что она, во-первых, по размеру очень большая, да, по свету, по фактуре очень интересная работа. И, конечно, в последние годы мы возродили вот перстяные изделия. Вообще мастера все, которые занимаются в республике, очень хорошо работают. Здесь у нас много мастеров из Намского луса представили, из Чурапчинского представили, из Хангаласского есть, да, ну, которые занимаются именно шитьем сосудов из бересты. Ага. Очень аккуратная работа. Даже есть у нас коробочка, вот Маллах, невесты, да. И вот последние годы мастерицы и мастера, потому что это очень трудоемкая, не женская работа вообще, стали реконструировать обрядовые посуды, да, из кожи, из дымленной кожи. Это, например, экспозиция музея, а это уже как бы реконструированная работа, да? Маленький семирчик, который носит летом кумыс здесь и идут на сенокос, например. И эту работу выполнила Харитина Ивановна Гоголева, тоже из Алданского луса, очень хорошо выполнена. Ага, интересно. Она тоже работает по конскому волосу, очень хорошо работает, да, вообще народная мастерица, как бы сказать. И в последнее время мы стали работать ну, по национальной одежде, да, как бы моделируем, реконструируем. Ага, и вот работа Валерианы Васильевны Никифоровой из Хангаласского луса. Вот такую одежду, маддардахсон называется, катуйлахсон называется, да, которую можно носить сегодня на параде.
можно на улице носить на праздники, да, шапка. Это комплекс одежды. Шапка дьявока, рукавицы вышитые. Очень красиво. Ага. И шуба, не шуба, а пальто, ремиссионное пальто, которое можно носить на праздники. Вот у нас же бывают эти парад, там, парады различные в мае. В национальных костюмах, да, парады? Парад национальных костюмов идет каждый год. Вот очень интересная работа. Это не традиционное, но сшито именно по канонам традиции. И свет, и украшения. И очень сегодня мастерицы увлекаются вот набедренными украшениями. Набедренные украшения, в котором женщины носят всякие календарики, такие маленькие сумочки, каппарда, даже лисью мордочку от оберег мы. Вот она, да, лисья мордочка, ты. которая женщина оберегает, Можете показать. такие шипчики и так далее, да, носят вот такие. Но это набедренные украшения, они бывают разными. Это носимое украшение, которое носят поверх шубы. Можно носить на поясе, повесить, и можно носить именно, пришить именно такие украшения именно на шубы или на пальто. Просто пришить. Есть такие экземпляры в музеях, да? И вот этот стол. Этот стол сделал тоже неизвестный кругу мастер, но он Малгин Владислав Владимирович, но он очень долгие годы занимается именно деревообработкой, да? В больших выставках не участвовал и занимается вот именно изготовлением музыкальных инструментов крымпа. Ага. И он представил нам 2 таких стола. Эти столы, они не новые, но реконструированные. В амбарах, там, в Аласах, но ходят такие столы и тоже вот восстанавливает. Очень хороший мастер. Вообще его семья, все предки, они известные мастера. И вот он сам тоже занимается здесь. И впервые у нас участвовал. Вообще якутские женщины, они славятся вот именно вышивкой. Очень многие занимаются сейчас вышивкой, но вышивка из конского волоса вот именно начали заниматься как бы сегодня, потому что гладью. Это техника гладь, но материал это конский волос. И вот Чупина Галина Вячеславовна из Верхневилюйского Луса, из Вилюйского Луса, да, она представила нам свои 2 работы на якутские темы. Это тема жеребят, лошадей, но это якутская тема, да. Очень хорошо вышито, и цвет это натуральный цвет. Она не окрашена. И получаются вот такие объемные, такие очень хорошие картины, оказывается. Получается именно вышивка из конского волоса. Вот. Дальше, ну, из конского волоса еще многие занимаются изготовлением шляпок, да. И Гермогенова Людмила Алексеевна на продажу представила свои работы. Вот эти шляпы из конского волоса, современные шляпы, которые можно носить везде и всюду, они нарядные, да. Но здесь как раз представлены на продажу очень красивые женские нарядные костюмы от Валерианы Васильевны Никифоровой. Женские костюмы в стиле XIX века. 2 женские костюмы, один светлой тональности, да, очень красивые, качество очень хорошее, да. И мужские костюмы, обычно вот мужские костюмы заказывают же, да, здесь можно приобрести мужские костюмы от 46 до 50 размера. 3 костюма представлены. Как раз всегда в поисках, да? Особенно мужчины. Да, особенно мужчины. Светлана Ивановна, спасибо вам огромное.
за возможность узнать что-то новое и нам, и нашим телезрителям. Мы, конечно же, всех приглашаем в музей археологии и этнографии СВФУ. До какого числа можно? Выставка будет работать где-то до 30 примерно конца января. До конца января будет работать. Но, к сожалению, очень хорошие работы уже их нет, но все равно можно приобрести, можно увидеть, можно заказать. И так далее. Ну и вообще приобщиться к истории, узнать новое, да? Узнать новое. Спасибо вам еще раз огромное, удачи и до встречи в следующих эфирах. Я думаю, мы с вами еще увидимся. Спасибо. Ну а я с вами прощаюсь. Мы увидимся в следующих выпусках программы «Мы вам покажем». Оставайтесь с нами.